Новый travel-тренд становится популярным по всему миру. Это путешествие по заброшенным объектам. В Абхазии этот тренд тоже набирает обороты. О нем подробнее будем говорить с гидом-экскурсоводом Багратом Пагателя. Он расскажет о том, какие опасности подстерегают тех, кто отправляется в такое путешествие, не подготовившись, и проведет для нас небольшую экскурсию. Баграт, спасибо, что нашли время поговорить. У нас интересная такая тема заброшенки, про то, как заброшенные интересные исторические объекты, памятники в Абхазии стали популярным таким направлением для туристов. В мире такой тренд существует, но что могу сказать? Сам тренд нельзя сказать, что совершенно новый. Люди еще столетиями назад любили интересоваться древними местами, но раньше это в основном были древние заброшенные города. Это вот как раз период, когда начали исследовать это все, открывать. Был такой бум, популярность таких мест. А сейчас уже немножко меняется тип таких направлений. Сейчас уже это не только древние какие-то объекты, это промышленные объекты, это заброшенные заводы, там, предприятия какие-либо или целые города. Ну, можно сказать, что примерно уже где-то четверть века это очень сильно набирает обороты, когда появляются целые большие такие заброшенные промышленные бывшие города, там предприятия перестают работать рано или поздно. Города-призраки, или как-то их по-разному называют? Города-призраки, каждый город имеет какое-то свое прозвище. И вот я бы сказал, лет 20 последнее, вот в Абхазии это тоже набирает уже популярность. Как вы думаете, почему вообще такой интерес у людей к заброшенным объектам, зданиям? Ну, смотрите, у каждого человека разный интерес. Есть тип людей, которые любят смотреть именно заброшенные исторические какие-то объекты. Есть те, которым интересно больше то, что связано с какими-то такими таинственными местами, с которыми связаны какие-то легенды или же там промышленные объекты. Вот, например, возьмем нашу местность. Сначала вот на постсоветском пространстве такие места являлись частью, скажем так, молодежной субкультуры. Молодежь уже к концу 80-х начинает слушать рок, Цоя, рисовать на стенах, они начинают... Как раз рука человека. Проводить, скажем так, тусовки в таких местах. А потом эта субкультура уже переросла в travel тренд, скажем так. То есть уже люди начали ездить специально в города, чтобы путешествовать по таким местам, исследовать это все. Кто-то именно исследовать хочет, кто-то просто, чтобы провести время, сделать красивые фотографии. Вот. У каждого своя цель. Ну, вообще история с заброшенками в Абхазии началась с Сакармары, да, с Тхварчалского района. Но мы сейчас находимся в Гульрипском районе, мы в бывшей здравнице, построенной Смитским. Это известный памятник архитектуры. Вот мы можем сами лицезреть, в каком он сейчас состоянии. Место выбиралось не зря, благодаря своему микроклимату. Все было здесь высажено Смитским. Это пальмы, агавы, кипарисы. Здание в стиле неоклассицизма. К 1902 году где-то было это уже завершено. Но конкретно сюда люди приедут в основном для того, чтобы лицезреть эту архитектуру. Сегодня таких гостиниц или объектов или санаториев уже практически нигде нет. Новых, я имею в виду. И природа, конечно же. Здесь именно изюминка заключается в том, что архитектура сочетается с природой. Сюда в основном за этим идут, именно конкретно в это место. Давайте поговорим о том, что это могло бы Абхазии дать. С одной стороны, да, мы часто слышим, что сложно найти средства на восстановление, тем более, когда реставрация – это очень дорого деньги. А вот объекты в таком состоянии можно ли благодаря такому виду туризма поддержать вот эти здания, законсервировать, сохранить? Ну, велосипед, конечно, придумывать нам не придется, если мы решим развивать такой вид туризма. Уже давно появился такой вид туризма, который называется постиндустриальный туризм. То есть, опять-таки, это вот появляются такие большие заброшенные объекты, и для того, чтобы как-то получить с этого денежный оборот, туда начинают вести туры, маршруты, экскурсии. Это очень популярно в Европе, в Германии очень много таких мест, да и в других странах тоже. На этом люди зарабатывают.
Ну, к сожалению, ситуация у нас в стране такая, что сейчас взять и в течение короткого времени восстановить все невозможно, поэтому можно как-то это все законсервировать. Например, если говорить о том же заброшенном городе Акармара. Это целый город. Помимо того, что восстановить его, еще нужно заселять людьми, то есть там много проблем. Поэтому можно организовать такой маршрут, как Акармара, привести в порядок местность, дорогу, сделать маршрут более удобным, чтобы люди ехали туда. Вот, и тогда это наберет большую популярность. То есть это во благо можно превратить то, что вот такое отставание, то, что люди покидают какие-то местности, это можно в некое благо. Но что мешает, на ваш взгляд, для развития? Чего не хватает? Ну, потому что люди сюда, допустим, приезжает кто-то на своем автомобиле, он ничего за это не платит. А так, чтобы заставить туриста платить или какую-то выгоду финансовую из этого извлекать, надо что-то создавать помимо Здесь руин. несколько проблем. Но, честно говоря, я пока не встречал никого у нас, кто горел бы желанием развивать такой вид туризма, заниматься конкретно этой проблемой, потому что у нас все-таки сейчас больше нацелены на то, чтобы там построить гостиницу или вот, что-то такое создавать. Но потому что люди боятся рисков, которые тут есть. А риски тут есть на самом деле, поскольку такие объекты направлены не на всех, не на любую аудиторию. Должны быть любители таких мест, которые будут проезжать, поэтому пока у нас такого большого опыта, таких экскурсий нет по заброшенным местам, и люди боятся как-то не получить с этого выгоду и пойти в убыток. Это тоже проблема. Но в имиджевом плане это же и нужно и заботиться о вопросах безопасности, О да? вопросах безопасности. Что я могу сказать на сегодняшний день? В основном все маршруты это индивидуальные, то есть сами люди приезжают, находят дорогу, едут по таким местам. Экскурсий по таким местам очень мало, если там VIP-экскурсию индивидуально не заказать. Официальных экскурсий таких практически нет. Минус таких путешествий, скажем так, в том, что люди плохо знают дорогу, местность, могут заблудиться, могут не знать, где нельзя проезжать, проходить. И потом это приводит к проблемам. А часто ли вообще к вам обращаются с вот такими просьбами о необычных экскурсиях по таким неизвестным маршрутам, да, не попсовым маршрутам, по-разному их называют? Ну, честно говоря, не могу сказать, что очень часто обращаются с такими вот интересами. Но наиболее чаще спрашивают именно про Акармару, потому что как-то этот вариант наиболее раскручен из всех заброшенных мест в Абхазии. Еще так красиво названо город-призрак Акармара, целый город. И люди думают, что там можно реально увидеть очень много интересного, таинственного, красивого. Еще это связано и с природой, в которой этот город находится. Вот про Акармару часто спрашивают. А так сказать, что все интересуются этим, я пока не могу. А вы, если бы вас попросили, допустим, показать этот объект, на что бы вы обратили внимание, что бы вы захотели им рассказать? Все-таки в любой экскурсии, которую я провожу, влияет тот фактор, что я вот закончил исторический факультет и люблю все связывать с историей. Но если берем конкретно тот объект, где мы находимся сейчас, конечно же, я бы рассказал бы вообще саму историю о том, как Абхазии повезло, ведь вот эти санатории Смитского, они в свое время группой ученых, которые приехали сюда, были признаны одними из самых лучших не только в Российской империи, но и во всей Европе. А Смитской оказался в Абхазии вполне случайно. Вот про это тоже можно рассказать, как он появился в Абхазии, почему он решил строить это именно здесь, ведь изначально он с женой отправлялся дальше. Но его друг рассказал, что... Друга, ну, есть разные версии. Кто-то говорит друг, кто-то говорит вообще там по пути им попался студент, который в поезде рассказал им про Абхазию. И еще немаловажен тот факт, что Абхазия в тот период находилась в руинах из-за русско-турецких войн, но несмотря на все эти проблемы, Смитской так полюбил это место, что решил построить вот такой санаторий, который стал первым санаторием на Черноморском побережье Кавказа.
вот мы о безопасности, мне хочется еще поговорить. Помимо того, что маршрут не согласован, люди заблудиться могут, но сами объекты, они же, мы видим, да, в аварийном состоянии находятся. Тут нужно понимать, что объекты подобного рода не подготовлены к тому, чтобы на них, внутри них тем более, проводить экскурсию. Поэтому человек, который хочет погулять здесь, увидеть это все, должен понимать, что подниматься, заходить внутрь, подниматься там на вторые и третьи этажи по лестнице, это все очень опасно. То есть пока, к сожалению, нет такой возможности у каждого объекта поставить охранника, и чтобы он контролировал как-то это все, и безопасность обеспечивалась. Но я думаю, что хотя бы как минимум можно поставить предупредительные какие-то таблички, знаки, чтобы люди понимали, что есть опасность, нельзя лезть там слишком далеко, можно попасть в такое место, где может обвалиться и пострадать потом. Никто за это ответственности потом нести не будет. А много таких вот объектов, которые пользуются спросом у туристов? Вот именно таких заброшенных, разрушающихся зданий. Не скажу, к счастью, к сожалению, в Абхазии сейчас таких объектов достаточно. Это начиная от Гагры, там, замок принца Оленбургского, Зимний театр, бывший в Гагре, в Сухуми, здание Совмина часто вызывает интерес у людей, которые любят такие места. Заброшенный город Кармара в Корчале, вот санаторий Смитского корпуса, которые располагаются здесь и так далее. Таких объектов немало в Абхазии. Ну вот задача какая? Мы понимаем, что существует такой спрос на этот вид туризма, и с другой стороны экономика, да? Как совместить вот эти две вещи? Но нужно учитывать те реалии, в которых мы находимся. Понятно, что государство сегодня не может проявить инициативу во многих сферах, поскольку такого бюджета у нас в стране нет. Поэтому мы сегодня больше можем рассчитывать на частного предпринимателя, скажем так, отдельных людей, которым интересна эта тема. А что можно со стороны государства сделать? Государство, если человек гарантирует не разрушение такого объекта, а его сохранение, и если он гарантирует, что он приведет в порядок, в чистоту этот объект, государство в качестве уступок может предъявить какие-нибудь льготы этому человеку, там, не обложив его высокими налогами или не ставив ему какие-то барьеры, которые будут ему мешать. А есть ли вот страны, которые уже вот по этому пути пошли и как-то вот этот тренд активно используют? Таких стран много. Изначально это все стало популярным в Западной Европе, потому что там очень много таких больших крупных объектов, заброшенных и промышленных предприятий, бывшие там заводы по производству машин, скажем, кстати. А до этого еще набирала популярность, скажем, туризм по заброшенным замкам Европы. Вот это все стало таким популярным, что стали проводить маршруты, экскурсии, уже все налажено. Это давно уже ведет свою работу и приносит людям деньги. Ну вот если здание такой архитектурный, памятник, понятно, что на что приходят люди смотреть, они на памятник архитектуры, элементы изучать и так далее. А вот когда промышленная зона, вот почему вот такой интерес, чем он вызван, что людям интересно? Это такое изучение истории своеобразное? Это, я бы сказал, здесь есть такие категории. Одна часть людей просто ищет хорошие эмоции, фотографии, так любит делать фотографии таких таинственных мест, придумывать всякие легенды, истории. А другая часть людей любит исследовать. То есть такие объекты рассказывают историю самого города. Ведь история города — это не только дворцы, замки, там, популярные объекты. Это еще и заброшенные заводы, фабрики, которые говорят о том, как город развивался на определенном этапе своей истории. И люди, которым вот хочется понять эту историю, окунуться в прошлое, посещают такие места. С какой-то стороны это сейчас такое веяние, которое продиктовано новыми технологиями, интернетом, Да. тоже селфи, которые хотят сделать в необычных местах. Что могу сказать про этот момент? Когда еще не было интернета, тенденция была в основном такая, что, особенно вот в постсоветском пространстве, когда люди находили такие места, они старались не тиражировать это, не рассказывать никому. Вот
боялись, что кроме них кто-то еще будет приходить и делать фотографии, там, любоваться этим местом. А сейчас, когда появился интернет, это все выкладывается уже общедоступно, и поэтому уже и потоки совсем другие. То есть людей стало больше, которые посещают такие места. А для Абхазии вот такая реклама, это хорошо или плохо? Ну, как вам сказать? Всегда найдутся те люди, которые будут находить больше отрицательные стороны, там, говорить, почему же это не восстановлено до сих пор. Но это тоже нужно понимать. Но я думаю, что все равно здесь нужно нацелиться больше на выгоду, которую можно получить, чтобы объект просто так не разрушился. И люди, которым это интересно, всегда ставят хороший положительный отзыв. А вот экскурсионные бюро, там разные фирмы, а почему они не делают такие маршруты, официальные маршруты? Но дело в том, что это всегда дополнительные затраты, во-первых. То есть нужно расширять штат, там, автомобилей, чтобы можно было направлять сразу на несколько разных направлений. Нужно подготовить и самих экскурсоводов, то есть экскурсовод несет большую ответственность за группу туристов, с которой он работает. Он должен обеспечить им безопасность, в том числе объяснить, куда можно идти, куда нельзя. То есть экскурсовод тоже должен быть подготовлен. Вот. И опять-таки, повторюсь, никто не хочет рисковать. То есть это может не принести большую выгоду, пользу, поэтому пока мы не видим таких больших потоков людей, которые интересуются такими местами. А на ваш взгляд, будущее какое ждет вот этот тренд? Сказать честно, я думаю, в Абхазии таких широких масштабов, как, скажем, в той же самой Европе, где уже ведутся экскурсии по таким большим заброшенным объектам, этот тренд не наберет. Потому что мы видим, что сегодня, пускай и не очень быстрыми темпами, но все-таки объекты уже приводятся в порядок и понемногу восстанавливаются. Возможно, мы сможем превратить в тренд, например, Акармару. Мы же знаем, что там нужно не только восстановить, нет людей просто столько в стране, чтобы заселить эти места. Вот такие места можно превратить в тренд и сделать так, чтобы это приносило деньги. Я помню, как вначале вот обижала жителей Абхазии, нас обижала, когда говорили город-призрак, исчезающий город, умирающий город. Как-то даже с обидой это воспринимал. Сейчас вам не кажется, что к этому уже не так относятся? Когда человек видит, что люди начинают интересоваться этими местами, а потом еще, когда уже это начинает приносить какую-то прибыль, то человек может уже закрыть глаза на какие-то нюансы, которые ему не нравились. А те, которые будут, скажем, те, которым не совсем понравится, это, конечно, они всегда будут. Но этим ситуацию изменить мы не сможем. А что бы вы хотели сказать людям, которые хотят отправиться в такое путешествие в Абхазию? Что они должны знать и что они должны сделать, отправляясь в такое, можно сказать, опасное путешествие? Опасное. Прежде всего, каждый человек должен нести за себя ответственность. Это в первую очередь. Вот если такой человек приехал в Абхазию с целью посетить заброшенные места, я посоветовал бы не делать это самостоятельно, потому что неизвестно, к чему это приведет, тем более, если место опасное. Нужно найти человека, не обязательно именно экскурсовода или гида, хотя бы человека, который просто будет сопровождающим. Ну, местный, который знает да, хорошо. Покажет местность, объяснит, куда можно идти, куда не следует. И всегда вот путешествовать в сопровождении таких людей. Это может быть и водитель, он и привезет, и доставит, и покажет место, и расскажет историю. Тут каждый местный житель какую-то историю знает. Вот. Обязательно нужно искать таких людей и ни в коем случае самостоятельно слишком далеко в какие-то опасные места не лазить, потому что это приводит часто к плохим последствиям.